Отлично. Так, Ожиен. Значит, я видела, Маша мынемкеля звучкечно ебек. История заскеляли. Так, ту неурокын, значит, мы с вами то даем упражнение слышим, да, сделаем упражнения, которые были на дом. Учком недорален корректонес, это я бы поставила на последнее место, потому что если нам хватит времени. Чушатон конструкциос, да, я просто сегодня посмотрела, что у нас очень много всего таких маленьких тем осталось. Вот, тупан падеж. Нас всего 4, я так понимаю. Да, 4. Да. Значит, тупан падеж, соответственно, падеж, последний падеж из всей парадигмы падежей. Ура! Да, и вот суффиксы корон-кыл, глагольные суффиксы, которые я Маше еще обещала в свое время, как заставить другого что-то делать, вот, ну и как притвориться, что ты делаешь что-то. Умой. Итак, давайте Ожиен Куцком. Все сделали вот это упражнение? Которые? Лабр 137. Щукуамын шижимети бам. Я сегодня не сделал. Монкари. Я почти все. Ну, давайте проверим, начнем. Если будет совсем тяжело идти без подготовки, то тогда оставим. Итак, значит, здесь у нас задача была выбрать из 4 падежей, которые мы с вами смотрели на прошлом уроке. Значит, эти падежи, да, я напоминаю вам, у нас 4 этих падежа, которые указывают Кылем-мылем. Да, кылем-мылем. Значит, ущен, точка исходная, да. А дальше у нас было антипод этого падежа, ось, точка конечная. Вот, то есть они между собой, да, сопоставляются. Дальше было ты по поверхности чего-либо. Здесь у нас бывает часто заменяется после логом кужа. И в том числе вот сегодня еще падеж возьмем соответственный. Иногда они тоже могут быть взаимозаменяемыми, если речь идет про пространство. Дальше у нас еще был один... Оль, а мы экран не видим, мы тебя видим. Я не расширила, да. Да, мы видим. Да, я видим. Ну вот спасибо, все остальные скромные не сказали, Артем нескромно заявил, что они не видят. Да. А мы тобой любовались. Вот смотрите, значит, 4 падежа. Ущен, точка исходная, ось, точка конечная, да, то есть у нас вот такой 2 падежа антиподы. Дальше был у нас соответственный падеж, который у нас сегодня будет. Ой, что за звуки? Значит, падеж ты по поверхности чего-либо, которое может иногда совпадать с послелогом кужа или может совпадать также с соответственным падежом, который мы сегодня рассмотрим. Вот. И был у нас еще один падеж, так, ищен ось, ты Вань. И Вань. Падеж Вань, который очень часто заменяется послелогом пала. Умой. Итак, ойдолоучком, давайте посмотрим, 137 страница. Слышите меня, да? На самом деле плохо, хуже, чем обычно. Я хорошо слышу. Может быть, здесь сеть хуже, ну посмотрим. Ладно. Итак, постараюсь громче говорить. Значит, ойдола куцком, Маша Куцка, пожалуйста, как предложение. Маша? Забыла включить. Плюс мурт бусылань мне. Бусыки, наверное. Здесь может быть несколько вариантов. Я сначала поставила бусые, потому что я вообще подумала, что тут могут быть любые падежи. Да, тоже логично. А теперь вот подумала, может, бусылань. Бусылань или бусыты. Да, и так можно. То есть здесь в первом предложении бусыты, он идет по полю. Если он идет в сторону, то бусылань. Бусыщен мне нет, потому что он идет как бы с поля. Если бы мы сказали, он идет с поля, то тогда
получается в сторону говорящего, поэтому нужен был бы суффикс, точнее глагол нужен был бы бусыщен выкте, да, приходит в сторону говорящего. Можно было бы бусыожмыне, он идет до поля. Да, то есть в зависимости от контекста здесь могло бы быть 3 варианта. Угу. И еще одно предложение прочитай, пожалуйста. Мон соин, тогда тут, наверное, тоже соин базарти помещки и мон соин базарлань помещки, мне кажется, тоже. Нет, помещки это встретиться, это статика. То есть помещкны всегда это какая-то точка, да, поэтому бусыщен помещки. То есть встретился на поле. Базарыщен. Сейчас проверим, у нас запись идет. Да, запись идет. Да, ой, базарыщен, боже, базарыщен. Да? Базарыщен, да как, я чуть не понял. От базара? Нет, базарыщен, как бы мы встретились на базаре, в точке базара. Так базарыщен это ведь точка отсчета. Откуда? Да, но вот в этом случае надо сказать базарыщен помещки. Может быть, это просто надо запомнить. То же самое, например, урок ищен учком. Посмотрим на уроке. Интересно. Или мы познакомились в Ижевске. Ижевск ищен, тот Максим. Возможно, знаете, можно вот- Да. А можно в этих случаях говорить просто ин? Ижевск. По идее, как бы ин надо говорить. Да. Если вы скажете ин, то это не будет ошибкой. Но как бы носитель, он скажет, чаще и как бы более удмуртская фраза звучит: мы встретились в этой точке, мы познакомились в этой точке. Возможно, что, знаете, здесь есть некоторая отсылка к тому, что мы там встретились, а сейчас мы в другом периоде времени, то есть как бы отсылает вот к этому сроку. Или мы познакомились в Ижевске, и как бы мы же знакомы сейчас, то есть как бы некоторая продолжительность за счет вот этого падежа подчеркивается. Может быть так. Так. Дальше Надя. Как предложение? Ага. Целку длань пыльце. А я вообще такая классная. Я написала соку. Соку пилемьёсно кошко. Здесь подсказка: кудлань, в какую сторону дует ветер. В ту сторону, солань, конечно. Солань, да, солань. Солань, в ту Целку сторону. длань пыльце. Солань. А пилемьёс это что? Облака или тучи? В какую сторону ветер дует, в ту сторону облака и идут, да? Да, ходят. Вообще они должны идти в противоположную сторону. А, нет, все правильно. Солань или синоним сопала, в ту сторону. Сопала. Сол Вот или сопала, сопола, да. да. Сопала. А сопала это слитно все будет писаться, да? Или нет? Сопала это же в ту сторону, Раздельно. сопала, да? Вообще пола пишется обычно раздельно. Но вот вместе со словом сопола ты меня озадачила. Сопола и топола, возможно, что пишется вместе. Может быть, вместе пишется. Хотя это после лог, и он пишется обычно отдельно. Пытаюсь понять. Топола. Да, вот в данном случае будет писаться вместе в ту сторону. Вот, но так-то, например, в сторону Нади, Надя, пола будет вот так писать. То есть со словом в ту сторону будет сопола вместе, а если другой предмет, там человек или какой-то другой объект, не местоимение, со или та, то тогда раздельно. Еще одно предложение. Дышетыч классы ветле. Да, классы Учитель или по классы пи, по классу.
Если вы скажете класс Кужа, то это будет вдоль Класс класса. Кужа. Да. Класс Кужа это как бы по одной половице. Ну, типа, да, по длине класса, то есть вот он между партами проходит по одной линии, а класс Пи, он и туда, и сюда вот это. Он зигзагами ходит по классу. Петляет, да. Умой. Так, как предложение Верат. Марк. Ага. Наверное, да, джит, квашка, жит, коричкиз. Наверное, джит тоже. До вечера погода похолодала. Может Да или быть. нет, да, я имел в Или виду, вечером. наверное, с вечера, джит и щен. Тоже может быть, да, с вечера похолодало. Так, логично. А если ближе к вечеру похолодало? С вечера. Нет, к вечеру. То есть джитош когда похолодало, джитош, да? это... Нет, джитош кежитскиз или кежиткаришкиз, значит, до вечера уже похолодало, то есть днем уже похолодало. А можно с вечера? Джитышен кежиткаришкиз, это с вечера похолодало. То есть, например, был в 6 вечера дождь, и до этого было жарко, а потом уже вот как бы с вечера похолодало. А как То есть будет... тут можно и тот, и тот. Да, и можно еще третий вариант. Ближе к вечеру похолодало. Лань. Тогда джитлань. О. Или джитпала. Джитпал, вот так даже. Джитпал. Оно сливается. Джитпал. Здесь джитлань и джитпал, они синонимичны. То есть здесь нюансы такие. Джитош кежиткаришки до вечера похолодало. Джитышен кежиткаришки с вечера уже похолодало. И джитлань кежиткаришки ближе к вечеру похолодало. Такие нюансы есть. Дальше. И что так предложение еще? Хочешь укноти, наверное, укноти, Да. потис через окно вылез. Вот как у кого-то хорошо наушники работают. Укноти через окно, шанер. Здесь укноущен потис. Ну, да, здесь укноти или вышло в сторону окна, укнолань потис. Ну, это как-то странно. Да, то есть тут идеальный вариант укноти, остальные все спорные. Умой. Артем, попробуешь? Оскар туда? Да, давай. Угу. Пинальос, шур, ощ, мнизы. Да, или тут еще, может быть, то есть они пошли до реки, Шурлань. или в сторону реки еще. Шурлань, или шурпала, или еще, может быть, ну тут шурти как бы не очень говорят, но шуркужа вдоль реки. Шуркужа вдоль реки, да. Да, так тоже можно, да, то есть как бы ты синонимичная конструкция, но немножко разная. Угу. Так. И предложение? Так, атас это петух. Бурт это крыло. Да. Это бордо. А кути? Кутыны хватать. Кути. То есть здесь будет я поймал петуха за крыло. То есть за крыло, как бы, да, по длине крыла. Все понял. АТСС, бурда, лань. Нет, это в сторону крыла. Тут только ты. Да, тут один ти. бурти и крыло же петуха, поэтому буртиз, то есть за его крыло. Оля, а там не нужно бурдетис? Бывает, что ставят бурдетис, но оно факультативное. То есть вот как, например, слово класс ти тоже было. Классы ти, можно сказать, а можно просто класс ти. То есть оно нет. Вообще такие все реже и реже употребляющиеся. А вот суффикс «я», который, соответственно, и падеж сегодня посмотрим, так он еще реже употребляется. Так его вроде бы заново стали употреблять там, где не надо. Да. Есть такая тема там, где не надо, да. Так. Умой, Артем справился. Так, Маша, носик Маша. Самолеты сен, коркаос, писиеш, аджичко.
Нет. Из самолета смотрю на птиц, на маленьких птиц. Тут, если быть точнее, Вижу. Да? видятся. То есть тут два глагола. Аджины – это видеть, аджишканы – видят. Аджишканы видятся как с кем-то, да, так и смотрятся. То есть такой возвратный. Аджины – это видеть, а аджишканы – видятся, смотреться. Мой. Еще одно предложение. А вот с этим я с переводом запуталась. Колялен имныр нюлам вувия. Коля на лицо. Нюлам. Я не нашла такое слово, но увидела, что от глагола нюланы увлажняться. Потеть. Это прошедшее время. Да, вода и время. Я не могу это сложить в предложение. Все вместе. Потная вода. Как бы вот течет, у Коли по лицу течет. По лицу. Потная вода. Да. То есть вдоль лица. Течет, вияет, течет. Просто, а я подумала, что это... Я не поняла, что это за глагол. Думала, что это... Тогда это будет имнырты. Имнырты по лицу, а это его лицо, поэтому... Имныртиз. Да, по его лицу. Или синонимичная конструкция. Оля, совсем плохо слышно. Или синонимичная конструкция. Сое, имнырты. Либо имныртиз, либо имнырыс кужа. Да, вдоль его лица. Поняла. Умой. Оль, Да. а можно спросить, Да. имнырыщен можно сказать? Колялен имнырыщены с нилам вувия. Не Лица очень. капает. Не звучит, да? Имнырышты с вувия. Так бы сказали имнырыщены с вувия. Нет, это очень странно звучит. Имнырышты с вувия. Нет, если бы сказали, то я бы сказала имнырышты с вувия. Или, например, из носа течет кровь. Имнырышты с вувия. А прям, чтобы с поверхности, с лица капало пот, ну, скорее имнырчиз, только вот на слуху у меня. Так, Надя, как предложение? Толон пеймытось ужамы. Шонер, пеймытось ужамы. Здесь Вчера других до вечера. вариантов, да, до темна. Других вариантов быть не может. Луджаджик йос инбамты лобо. Дикие гуси по небу летят. Да, очень поэтично. Инбампи, инбамкужа немножко странно, но тоже могут сказать, но не очень уже. Да, инбампи лучший вариант. Умой, Марк. Ишкарищен, можгаож, адик час миноно. От Ижевска до Можги надо за 1 час добраться. Надо ехать час. Да, надо ехать час. Надо ехать. Да, и Шобик. Да, милиционер, пиашез, щельчор. Щельчор это затылок, по-моему, щельчер это затылок. Щельчер это за штирка. Ну, что-то он его по затылку треснул, по-моему. Не-не-не, он держит его за шкирку. Держит, да. Но все равно падеж-то тот же самый. Да, щельчор тиз. Шонер, да. Сейчас я посмотрю, как. Ну, по-моему, за шкирку. За загривок. Да, типа того. При этом слово щиль уже нету, да, отдельно. Ну, вообще они дают затылок. Нет. Вообще затылок, но, видимо, это загривок. Нет, да. Ну, щельчер, вот эту часть все-таки, вот здесь, где, например, мама кошку берет котенка, это щельчер. Да. Ладно, узнаем. Шкирка.
затылок назвали. Ну, также за шкирку держит его. Ага, умой. Так, и Артем, Оскал тот, попробуешь? Мгм. Туне, коня, часы, щен, дышит с кишком. Да, час ищен или час Часы, часой. часось. Умой. И что? До какого А. часа сегодня учимся? Мгм. Да, из какого? Та поезд Казанощ, Генемене, Москва, Ищен, Уквуи. До Москвы не доходит. Типа едет только до Казани, до Москвы не доходит. Тогда тоже ощ. Получается. Шонер, да. Я бы вот уже здесь сказала Москвае Угву. То есть тут, потому что Москвае Угву, вот у меня уже восприятие, что до границы с Москвой не доезжает. Вот, а Москвае Угву не заезжает в Москву, как бы не доезжает в Москву. И так, да. Вот. И ножчик милям Маша. Квась чукнати, зорини куцки з нолумбит зоріз. Попробуем перевести. Я подумала, что ты, потому что поутру как будто бы подходит, а остальные я не знаю, как можно их сюда Наверное, тут использовать. все-таки другой падеж. Вот Погода слово поутру. лумбыт. Лумбыт вам поможет? Лумбыт это что такое? Целый день. Целый день. То есть погода начала дождить с утра и весь день. Да. Чукна и щен. Шонер, чукна ищен. Если бы не такой глагол, то можно было бы, да, еще в зависимости от контекста сказать, что ближе к утру чукналань зорыны куцкис. В принципе, Лань сейчас тоже можно. Да, чукналань или чукнапал, чукпал. Можно. То есть ближе к утру. Или чукнаищен. Чукнати такого вообще нет. Чукнаощ могло бы быть, если бы дождь шел до утра, а потом уже лумбыта зоры, и весь день уже не шел дождь. Вот. И еще одно предложение. Мон аняес ершити кыски. Тут я тоже самое использовала. Тяну Анины волосы. Потому что подумала, волосы, по какому месту подходит. По поверхности волос. Волосы Анины, поэтому... Тыз. Да? Ершитис. Так, и Надя. Так, негайос, чукажейщен, лыджено. Ну, это как бы редко говорят, что с завтрашнего дня надо читать. Лучше как раз ощ, по-моему, нужно до завтра. До завтра? Логично. Я подумала, что вот с завтрашнего дня начинаем читать. Это как с завтрашнего дня все начинаем худеть. Лыджоно надо. Ну и что? Завтрашнего до послезавтрашнего, Марк. Так не говорят, чукайжи, щен лыджоно. Ну, допустим, если открывают доступ завтра, и ты говоришь, вот надо с завтрашнего дня прочитать. Ага. Ну, первое, что приходит в голову, чукажиощ все-таки. До завтра надо прочитать. Ага, ось. Катя, анаены, телефон. Вообще я написала телефоны. Телефоны на верачки. Здесь, наверное, телефон Ти. Да, тут телефон Ти. Телефонети, ну, теоретически можно, но мне вот как бы не хочется туда добавлять, потому что НТ довольно хорошо сочетается. Это вот здесь классы Ти, да, тут слишком большое скопление, много скоплений согласных, или бурдытис, бурдыды, да, и надо разбавить, вот в русском языке не любят вот это скопление. Здесь либо телефон Ти, да, либо телефон П,
через телефон, либо телефонен, как сказала Надя. Да, Мгм. телефоном разговаривала. То есть тут может быть несколько вариантов. Мгм. И Марковиче. Да, пияшка, чешез, быжетиз, кыскиз. Быжетиз А. или быштиз. Быжтиз. Да. А Там, вот где следующее, так сказать, тут сложно понять особенности удмуртского менталитета. Вот дни все-таки летом становятся длиннее или становятся короче? По идее, с июня месяца становятся короче уже. А тут вы не думайте, что это про исходную или финальную точку. Ближе к лету. Может быть, гужемлань, да? Да, Вот видите, гужемлань. говорю, особенности удмуртского менталитета еще надо осваивать. Гужемлань или гужемпал. Гужемпал. Видите, очень часто гужемпала сокращается до пал. Чукнапал, гужемпал, джитпал. Ясно. И, ну давайте уже вы последнее прочитайте, Марк. А там еще осталось сколько? А, Там еще на 2 человек. да, а у меня тут, видимо, не до конца, да, скопирован файл. Так, ладно, соку Артемыче. Так, Мгм. Да, Ишкары щен, мон уяны дыши. Начиная с Ижевска я научился плавать. да, как бы в Ижевске это точка такая, Ишкар. Ага. И еще, тут нету, скопировать сюда, три предложения осталось, или у всех есть? Есть вроде бы. Артем, ты над Ваня? Артем, у тебя есть? Есть, дальше? да, есть Пинальос, Гурещ, Ул, Куда? В направлении, да? так, Уллань, низ, Улань. Гурещ Улань, Низкую под горку. Гурещ Улань. Гурещ Улань – это на горку. То есть, получается, у нас под горой было Гурещ Улын. Да? Идти под горой Гурещ Упи. То есть, вот этот ул, он вообще меняется по всем падежам локальным. Так, и еще как предложение, еще два предложения у нас осталось. И у нас читает Маша Лычи. Поляный щен, буре, вить, клеткаем, гош, лыжено. Я тоже не до конца поняла перевод. Слева направо 5 клеток, линия, и нужно запустить. Что-то такое примерно. Так, поляный щен, во-первых, да, исходная точка. Поляный щен, буре, вить, клеткаем, гош, лыжено. Типа надо пустить линию в 5 клеток слева направо. Так и есть, да. Я просто смысл почему-то не понимала долго. Что А это гож значит. это что значит? Думаю, линия. Да, глагол гожьяны, гоштыны, гожьяляны, это все гож, это черта. Отсюда слово кун гош, за граница. Как бы кун это государство, гош это черта. Черта государства это и есть граница. Гурт щерыщен нюлес куцке. От чужого дома начинается лес. Да, действительно, щер это обозначает еще как бы запредельный, что ли, да, за чертой какой-то. Щер, гурте, сосмыно, вот у нас в песне была, они идут в соседнюю деревню. Но в данном случае щер указывает за деревней, то есть за пределами деревни, то есть из-за деревни, за пределами деревни начинается лес. Мой. Так, и учком тайзем. Марым леща. Это у нас из марым леща. О, у меня нет страницы, мало прибавлю. Кто знает страницу? Сейчас, кажется. Какая? Кучай? 106. Марина, какая страница? Щуквать. 107.
Или 107, да, мне Надя в прошлый раз сказала. Да. Артем учись, Маша учись, Надя. А которое упражнение? Второе, да? С первого начинаем. Здравствуй, мы верашкем интиямы. А я первое пропустила, потому что я подумала, что Это там... у нас на там- повторение причастий. Ага. Ой. То есть нам надо глагол из скобок поставить в форму причастия прошедшего времени. Ой-ой-ой. ем. Сейчас напомню. Мгм. Значит, у нас причастие прошедшего времени, которые Ага. совпадают с неочевидной формой прошедшего времени. Ой, Да? прекрасно, То прекрасно. есть у нас ем и суффиксы для утвердительного, для отрицательного мт. Да? Причем надо запомнить, что для первого типа глаголов мт будет. Да? То есть сохраняется. У нас обычно выпадает, а здесь у нас сохраняется. Угу. Итак, точкищком. Ага. Со второго, да? Да. А, Второе предложение, первое упражнение, второе предложение. Дышецкисьос лыджизы кылбурзес. Дышецкисьо, Господи, это же ученики, да? Дышецкис. Дышецкищёс. Вот, спасибо. Мне на визуально мне до сих пор сложно, я не могу. Дышецкисьос лыджем, что ли? Нет, джизы ты оставляешь, ты меняешь из скобок. Лыджизы прочитали выученные сказки? Или сказки, которые надо выучить? Кылбур — это стих. Дышетем, лыджизы, дышетем кылбурзес. Шонер. Шодик предложение. А как получается, ученики прочитали стихи, которые надо выучить? Выученные. Да, выученные. То есть ученики прочитали в прошедшем времени. Творение. Если Если бы было, которое надо выучить, то дышетоно было бы. Будущее, да? Дышетоно. Сейчас я запишу. Дышеты, щетыс, эскеремуш йосес. Учитель дал проверенные работы. Или проверенные, да. Эскерены проверяли, да? Да. Умой, надо учить, Марк. Ага. Истимы, черберманы, открытка ес. Черберманы — это украшать, да? Да. Да. Истимы — это мы послали. Наверное, чебермем какие-нибудь. Чебермам, да? Второй Мам, тип. чебермам точно. Чеберма у нас основой, к ней добавляем. Открытка ез. Умой шодик предложение. Да, талон почтены шит, так, йоканаын сыле. Талон почтем шит, йоканаын сыле. Стоит в холодильнике. Шонер. И Артем. Мишкем дишкутмес калвыле оши лимы. Постиранную одежду повесили на веревку. Кал – это веревка. Очень красивое слово, да, для русскоязычного. Так есть. Так, и шодик предложение. Артем, еще одно предложение. То есть здесь вот русского типа предложения определительное, да, придаточное. Дышкут кудзе толон баштизы. Одежда, которую вчера купили или взяли. Да, надо переделать вот это придаточное в причастный оборот. Талон баштем дишкут. Шонер, толон баштем дишкут. Да, купленная вчера одежда. Артем учит. Маша.
Почтем щиен, щион мон щи. Ага, Я да. сделала такое предложение. Приготовленную еду я съела. Почтем Тупотем щионес щи, потому что, синес. Да. да, за счет Моя, да? того, что есть вот это причастие почтем щионес щи, тут как бы указывает на то, что мы что-то конкретное предполагаем, определенное. Тупотем чисе ми помещкомы. Тупатны — это ремонтировать. Да, Блин, а я исправить. смотрела, а я подумала, что может тут значение в установленный час. Ну вот. Тогда тупотем чисе. Нет, чисе. Например, мы начали Мон идти. бостичко. Ага. я Нет, думаю, я- тогда часе-то надо аккузатив, притяжательное склонение ставить. Например, начали ходить. Тупотем часе или начали работать. Так, начинать. Куцки. Тупотем чисе. Куцко. Ужаны. Ужаны куцкис. Да, он один, А. часы одни. Прошедший. Ужаны куцкис. Умой. Надя. Мгм. Пятое, да, получается? Толон возьмем спектакль, туне на угадито. Толон Сегодня возьмет. тоже не показано. Короче, тут кривое Нелогично предложение. получилось. Нет, но то, что вчера... Стоп. Я, наверное, не так перевела, и поэтому не так составила. Возьматызы — это то, что вчера показывали, да? Вчера показанный спектакль. А я перевела «возьматыны ждать», как «возьманы» я перевела. И я перевела, что тот спектакль, который ждали вчера, еще и сегодня не показали. Да. То он возьматым спектакле сегодня не показ. Толон возьматем спектакль, туне угадито. Угвозьмато. Туне угвозьмато. Спектаклес, да, потому что конкретный определенный спектакль, который вчера показали, то есть за счет вот этого определения он становится определенным у нас. Потому что он не подлежащий, да? Да, потому что они не показывают спектакль. Толон возьматем спектакле, туне угвозьмато. Да. У гаджету, я вот думаю, тоже, наверное, можно сказать, аджетон — это выставка, а у гаджету не показывают, тоже может быть, можно сказать. Так, и еще одно предложение. Так, а тут я что написала? О, боже мой. Так, поркадоры Удзекиля Марин Пуктызы. Получается, в прошлом году поставленный дом, да? Построенный в прошлом году дом. Да. Да? Ой, у меня смешные предложения, очень примитивные. Кеде Марин Пуктем Корка, весь тебе роли о диске. Да, хорошо. Только что ты мало вообще сроку даешь дому, что построено в прошлом году, все еще красиво выглядит. У нас, если придираться, было еще после лог-доры, то есть к построенному в прошлом году дому, но у тебя был хороший вариант предложения, поэтому придираться не буду. Так, умой, Марк. Это следующее уже, да? Да. А вот следующее мне непонятно, почему баштымонэщ, а не просто баштымон. Они здесь сделали согласование по числу. То есть, когда прилагательное или причастие стоит в постпозиции, оно может присоединять суффикс множественного числа. Он, в принципе, эщ — это суффикс множественного числа? Да. Эщ или ещ, да, это суффикс множественного числа прилагательных. Но
если вы скажете картина с баштымон, это тоже не будет ошибкой. То есть он как бы не во всех случаях пишется, он такой... Ну, второе, это значит телефон номер С Канилен Луэл Дешатыны. Канилен, это, по-моему, легко. Да. Ну, как-то, значит, телефон номер С Канилен Дешатымон. Так, аджитонун возьматым картина с баштымонеш. Телефон номер Канилен Дешатыны. Телефон номер Канилен Дешатымон. Дешатымон? Да. А вы как сказали? Я так и сказал. Дешатымон. Мон. Или они тут еще дышатымон. Они... И следующее. Вещиез Али Луэйни Имьяны. Это какой-нибудь, наверное, Вещиез Али Эмьямон. Да, Излечимое. вещищ Али Эмьямон. То есть вещищ станет подлежащий, а Эмьямон... Вещисез. Нет, вещищ уже без суффикса аккузатива будет. А, То есть здесь он вещищ Али Али Луэй. Эмьямон. Али Эмьямон, а здесь телефон номер дышатымон. Да? То есть здесь у нас были они в аккузативе суффиксальном, а когда мы делаем причастие эмьямон, дышатымон, то мы, соответственно, и существительное из аккузатива переносим в номинатив. Понятно. Потому Я что понял. больной излечим, номер выучибельный, Телефон номер. Да, номер. Угу. Умой. Артем сказал, то да, попробуешь, Артем? Угу. Табло ищ, вань и ворьёсты туш умой аджины луя. С того табло очень хорошо видно новости. Да. Все причем, все. Теперь нам надо вань и ворьёсты из аккузатива поставить форму подлежащего, то есть без суффикса аккузатива, и сделать аджины луэ видимые, поставить форму причастия. Visible. Здесь хорошо, visible, да, сделать. Табло ищ, вань и ворьёс аджимон. Да. Вань и ворьёс аджимон. Или, да, тут тоже могло бы быть во множественном числе аджимон. Аджимонеш. Или аджныгоной. Нет, я бы так сказала. Аджимонеш. Вот. То есть они здесь добавляют еще луэ, но мы уже за счет мон передаем возможности. Тут излишне. И шодик. Йоання щотем веранлы оскыны луэ. Здесь как бы помогу, да, тут первое слово стоит в соответственном падеже, которое будет сегодня как раз. По вопросу данный ответ, предложение, ему можно верить. То есть надо здесь щотем веран сделать оскымон был, да, как бы believable. Ну, Йоанья щотем веран оскымон. Тоже мой. И нелетие упражнения Шилен Джемаша. Йоно эмюм, анаилы счеты. Анаилы счет. Или анаилы. Или мои. Я думала моей, да. Дай моей маме лекарство, которое нужно выпить. Йоно эмюм. Да. Дищано дишкут мон мишки. Я постирала платье, которое нужно надеть. Дишкутез мешки. Ага, дишкутез. Да, то есть тоже за счет дищано носибельное, одевабельное, или ту, которую я одену, я постирала. И йоно эмюмез, вот. Не помню, как у тебя было или нет, но тут не было. Йоно эмюмез. Дищано дищез, да, то есть как бы надо сделать аккузатив суффиксальный. Умой.
Шашка кудзе кузьманы Надя. Мгм. Так, а мне... я пропустила. Мне 5, да? Кузьманы шашка бен витеты. Да. А, Ага. нет, еще не леты тоже, 4-го еще. Ой, вот 4 я не поняла перевод, по-моему. Давай Вот. поможем. Семья, лозы. Это те, которые стали врачами, что ли? Будут, станут. То есть надо сказать будущие врачи. Глагол лозы надо поставить в форму причастия будущего времени. О, боже. Семьящено. Эмьящивоно. А. Ящ. Здесь вот если бы составляли предложение, то есть вот эта фраза «сос киньос эмьящиос лозы», те, кто станет врачами, эмьящвоно ос, Мгм. то есть как бы вот за счет этих 2 слов вы передаете конструкцию из 4 слов. Эмьящвонос, будущие врачи. Ага. Ну пусть скажем, что будущие врачи много учатся. Ящвоно Ос. трос дышечко. Дышецко, трос дышецко. Угу. Ага. Ой, и еще одно предложение. Шашка кузе кузьманы куле. Цветы, которые нужно подарить. Да, или цветов. Угу. Ага, и тут я по-доброму написала, что Кузьмано шашка мон ослы кельты. Мон аслым кельты. Кузьмано Ослым. шашка есть, да, оставила цветок, который предполагалось подарить, предназначался. Да, потому что тоже вот Кузьмано дает определенность, конкретику. Мы же сразу понимаем, о каком цветке шла речь. Так, и Марк. Книга кудзе лыджины куле. То есть лыджоно книга. Шане. Ну, там, да. Туне мон башти лыджоно книга. Можно Да. так? Угу. Книгу, которую надо прочитать. Да. Если вы вот к этому оно, йоно добавляете кать, слово, лыджоно кать книга, подарибельная, да, то есть... Классная. Да, лыджимон книга, ту, которую хочется прочитать. Кузьмано кать шашка, цветок, который можно подарить. Да, то есть кузьмано шашка – это то, что надо подарить, то, что будет подарено. А кузьмано кать – то, что можно подарить. То есть немножко оттенок меняется. Угу. И шижимет еще. Ну, шит кудзе почтены куле. То есть суп, который надо сварить. Почтоно шит. Ну, можно сказать так. Почтоно шит, мон чукна почто. Я сварю. Да, почтоно. Мон чукна почто. Ну, вообще странная вот форму. То есть я бы сказала шит почтоно. То есть надо сварить суп. Что можно делать с супом, который надо сварить? Сварить. Да. Как ни Поставить в странно. холодильник. Можно. Подарить Да, кому-нибудь. Суп, который надо сварить, кому-то подарить, это что-то очень сложное. Нормально. Это какие-то реалии общежития. Что лучший подарок для девушки? Это Мед это сваренный очень уж суп. хитрый предмет, и суп тоже. Или Так. для тех, кто не умеет готовить. Да. Угу. Артем, давай попробуем. Угу. Ой, Пещ это куд... варежка. Мгм. Ага, кудзе киртыны куле. Ну, варежки, которые надо шить, Да, но связать. связать. Мон киртыно пещ ярытышко. Я люблю варежки, которые надо связать. А не связанные, да? То есть надо связать, это не связанные будут. Да. Пышку за киртонокло. Ну, например, предложение киртоно пыш. Ну вот тоже, да, я бы сказала, надо связать варежки. Ну вот Как предложение, да, но предложение варежки, которые надо связать, что вот с ними? Как бы сложное предложение. Ну, с ними. типа, я буду носить зимой варежки, которые надо еще связать. Да.
Ну, я бы тоже Но сказала, что предмета же еще нет. Я уже про него надо сказать. очень сложно сказать предложение. Ну, ладно. И берпомет предложение, последнее предложение здесь. Радио, кудзе, тупотыны, куле. Радио, которое надо починить. Мгм. Тупотоно радио. Мон. Вань. Например, я отнес радио, которое надо починить. Тупотоно радио есть, ремонте нуи. Да, например, так может быть. И тут тоже обязательно, да, суффикс аккузатив, потому что мы четко понимаем, о каком радио идет речь. Угу. Умой, тоже мой, да. И сейчас такой словесной активити, значит, задавайте друг другу вопросы. У нас на активе остановились. Маша. Маша, бери юан, выбери вопрос, но кинуке юан счет. И кому-то задай этот вопрос, чтобы он ответил. Потом этот человек задаст другому вопрос. Давайте так, чтобы каждый по вопросу. Тут даже по два. Ничего не слышно. Вот я Да, тоже. плохо. Кыче метро, станция Щин, станция Сын, но Кыче станция Ощ, Вообще, станция да, Щен. я написала по-русски, но вообще обычно, ну или раньше говорили станчи, станчиощ. И Болезино, например, называли станчи, потому что там, ну, крупная ЖД-ветка. Не Болезино назвали, а станчи. Кыче метро, станция Сен, но Кыче станция Ощ уже ветлый скот. Это кому? Марк. Марк, вам. Мон Алтуфьева станции Щен, Кунцевская станция Ож, уже Ветличко. Тоже мой. Табери Марк, бери юан и кинуке юанши. С кого я спрашиваю-то? На ваше усмотрение осталась Надя. Сами выбираете. Да, Надя, кудлань тон телпельте. Подождите, мне надо увидеть. Кудлань Мар. Телпельте. Кудлань телпельте. Кудлань телпельте. В какую сторону ветер дует? Да. Прикольно. Откуда я знаю? Откуда Ну мне вот так знать? и отвечай. Я не Высунь знаю, как руку в окно. Вы плюнь на пальчик. скажите. Вот, ты проверь. А у меня тут сетка, я не могу высунуться в окно. А ты Скажите, посмотри, Симон, куда кудлань телпельте, солань писпуно, някърски, солань пилем ёскошку. Сегодня же было предложение, куда ветер, туда Ой. и облака. О, бог мой. Монса Кстати, ел тебе досталось косточку. оно. Мон съел соел тодочку, тодочка Ваня. или мон сошарыш, монук тодочка, да? Умой, тон юан счетышко. А я спрошу, наверное, Машу. А давайте я еще просто добавлю олокудлань. Олокудлань. Да, непонятно Куда-то? куда. Да, куда-то, непонятно Олокудлань. куда. Да? А как будет на юг? Я просто вот эти слова, наверное, не знаю. Юг, север. Лымшор – это юг. А, Сейчас напишу. Лымшор лань или лымшор палан, да? ага. Мгм. Сибире. Восток у нас будет там, где восходит солнце, Шунды, Джужан, Пала. Ну вот я даже не использую желань, то есть только после лог. Но это особенно для севера характерно, что мы с послелогами используем эти. Шунды, Джужан, Пала, Шунды, Купщен, Пала. Это Там, где запад, да, солнце наверное? садится, да. Сейчас я Удобно называется. Да,
все четко, да? Мгм. Вымшопала, шундыкщенпала и уйпала. Уйпал. Это же не зима. Уй, это зима, нет? Или что это? Нет, Что-то- это Это ночь. ночь. Но это логично. У А. многих народов ночь и север ассоциируется. Уйпала на север. Ну, соответственно, уйлань уже как бы не скажешь. То есть вот настолько уже север Уйпала. Мгм. уйпал, настолько он уже слился и воспринимается как единое слово, что уйлань это уже будет обозначать сторону ночи, а не в сторону севера. То Севера? есть уйпал Мгм. это север, уже закрепленное со словом пал. А уйпал, пала тоже не скажешь. Да? Мгм. То есть, а в остальных случаях шунды джужан лань можно сказать, но мне кажется, что 99% говорят со словом пала уже и с западом, и с востоком. Мгм. Так, и тон юань. Що ти шкод, Надя? Ага, мы нам юань. Машалы. Машалы. Маша, искористен мускулось Кеня искен. А искен что значит? Вообще верста была, но сейчас используется для километров. Сколько километров? Ну, Мне кажется- предположи, я думаю. Ага. Так, я еще... Так. Малпашко. Он мало почти. Монмалпашко. А как сказать больше или более? Ну, можно сказать около, во-первых, да? И тут тоже будет пола. Около, в сторону. Или через смотрим, сравнительную конструкцию, там Yes. лещ, розгес. Или лещ и чигес. Меньше или больше? Тогда Малпашко. Искористен мускулось. Сюр километр есть розгес. Угу. Щурс ишкем лещ трозгес, да? Или щурс ишкем пала, около 1000 километров. Угу. Ой, я опять, я что-то не поняла. Вот если лещ трозгес, то тогда сначала щур, километр, да? Щурс ишкем. Щурс, ишкем. Да, я сейчас оба напишу варианты. То есть, если ты скажешь щурс ишкем пала, около 1000 километров. Около 1000 км. Если ты скажешь щурс ишкем лещ трозгес, более 1000 километров. Щурс розгес. Больше 1000 км. Щурс, ишкем лещ трозгес. Я думаю, Малпашко. Умой. Эшо. Юан, по-моему, Артему еще не задавали. Артем, мускулин, кыты, парьяны, яратышкот. Да, пурьяны или более северный вариант калгыны, шляпка. Мгм. Сейчас. Мон. Пар Горького. Горько. Паркын. Горький да. парк. Горький парк. Вот у нас определения идут вперед. Парк Горького, у нас Горький парк. Мон Горький Паркын. Ярытишко. Нет. Калгыны Ярытишко. Угу. Но если, да, ты гуляешь в парке, это тоже корректно, да? Но если мы будем закреплять эту тему по парку парку. Горького, да, то тогда... Мон Горький парк парк Эти. Парк ты или парк ты? Парк ты. Парк Эти. Калгыны Ярытишко. Угу. Умой. Юан, ты над Юане. Марку. Кыче Арышен. Кыче Арош. Университетін Дышеткит. Угу. Не помню уже. Ну, конечно, ну, смотрите.
давайте вспомним числительные. Ну да. Мон укмыстоно дигети арищен, укмыстон щижимети орожи, университетін дышецки. Угу. Кватяр? Уже? Так, Кватяр. и теперь я кого-то спрашиваю. Нет, еще, я да? спрашиваю вас, точнее, Кватяр Дышецкий до 6 лет, да, получается? Квача это бен, квачар. Угу. Умой, Кватяр. Бен табере марки ашкоды. Мгм. Так, что там у нас осталось-то еще? Остались птички. Да. Да, Остались... кому? Надя, птичек. да, Надя. Кыче дырыщен, тон удмурт кылы дышецкий шкод. Пинал дрыщен. Угу. Кучедурищен, это с какого возраста? Да. Да. Да, я на самом деле, я до 2 лет или там до 3 со мной разговаривали на удмуртском, а потом, когда я переехала, мы переехали в Сибирь. По-удмуртски это все объясни. Да, окей. Пичидырья мынамын мон мынемын. Мы нам, а как забыла слово, родители, вот позор. Атайос? Анай атайосы. Она и Анай атайос. атае, можно сказать, анай атае. Ага. Она и атае мынемын угмурчейн вирашкиля. Мнемын, что ты хочешь этим сказать? Они мной. со мной разговаривали. Да, со мной. моненым. Вот. Моненым угмурчейн вирашкизы. Правильно, наверное. Верашкизы. Верашкилям, раз ты не Вераш- очень еще соображала. в тот момент. Да, верашкилям. Собере моне дющамен дышетеля и мон угмурт кыл вунеты. Угу. Мон удмут кылез вунети. Мы же забываем что-то конкретное, вот. определенное. Ага, Мгм. ага, потому что дополнение оно, да? Угу. Да, прямое дополнение. Моне дючамен, что там было, или моненым дючамен верашкизы, но мон удмут кылез вунети. Или если это происходило как бы неосознанно для тебя, то мы используем неочевидную форму прошедшего времени, но мон удмут Верашкилям. Верашкилям, да, и мон вунетишкем. Я забыла, оказывается. Вунетишкем. Угу. Да. Уже забыла, оказывается. Но русскому учили меня осознанно. Было стыдно папе, что я выходила и говорила, мы нам, папка, мы нам кеширщем поте, айда чужайдоры. И я вот так в русский двор детский вышла и давай. Жалко. Так, ну еще вверх умеет или нет, к предложению. Тут еще 2 предложения осталось. Так, я Артему задаю вопрос. Так, а что осталось-то? Кытыщен, тон матышешаны помешки, и кудлайн сижил тулобурдо слобо. Боже ты Это мой, лабурдос, хорошо. тоже философия пошла. Очень Ну, нет, ладно. уже очень легкий вопрос, тем более я все-таки списала уже. Ну да. Тогда вот его и возьмем. Артем, кудлайн сижилын тулобурдо слобо. Угу. Ага. Тулбардос, лымшор, пань. Так, Лымшор лань, да, это Рын- лэ. да. Лобо. Угу. Да, и вопрос, соответственно, тоже мы можем сказать кудлань, в какую сторону, или кутпала, в какую сторону. Это абсолютно синонимичные вопросы. Угу. Вот в этой песне есть такая песня «Но чудо-юдо камбала», вот мы, Марк, с вами разбирали эту песню назад, «Но сопала, но тапала, чудо-юдо камбала». Песня есть такая. Типа, Удмуртский шансон.
Ярам. И берпуметы предложение, и последнее, Артем, предложение. Мгм. Ну, тогда Маша. Кытыщен тон матыш эшенит пумишкит. Мгм. Откуда мой друг? Пумишкны, да, встретиться где, в какой точке ты встретилась с близким другом своим? Вообще хоть когда? Или в первый раз? В исходный, значит, в первый раз, да? Наверное. Да. А, Ну, Мон, тут могло быть кытыщен пумишкиды, где вы встретились. Ну, можно сказать, и когда вы уже знакомы. Ну, тут будем считать, что первый раз. Мон, матыщ, эшеныс, С его другом, да, с другом Артема. блин. Матыщ, эшене, Эшеным, медуза. Есть такая, пожалуйста. Эшеным, помешки и скоросен. все нет, тоже мой. Угу. Так, здесь разобрались, надеюсь, что здесь все понятно. Итак, давайте мы с вами посмотрим. У нас еще, по-моему, не было чешатон конструкции, сравнительные конструкции Нет. в удмуртском языке. Да, тут ничего сложного на самом-то деле нет. То есть у нас также есть как бы сравнительная и превосходная степень. Сравнительная степень образуется за счет суффикса «гес», или реже, особенно на юге, но очень редко встречается суффикс «гем». Надя, ты уточни, пожалуйста, у твоих... Какой еще раз суффикс? «Гем». Гем? «Гем». Ага. Используют Сейчас они я или спрошу. используют только «гес». Да? Вот, это для сравнения. То есть мы добавляем этот суффикс «гес» или «гем» к прилагательному, который сравниваем. Ну, то есть качество, да, которое Чебергес, да? Чебергес, да, шотенгес, умойгес и так далее. Вот. И превосходная степень, да, как она образуется? Превосходная степень образуется за счет дополнительного слова, да, как в русском языке «самый красивый». Это могут быть слова «самой», «самой чебер», это может быть слово «тужгесно», да, то есть само «туж» очень поставили в сравнительную степень. Тоже самый красивый. Ваньмызлыш чебер, да, всех красивее. Ваньмыз – это все, ваньмызлыш чебер красивее всех. Котьмалыш – всего. Котьма – это хоть что, да, и Котькинлыш – всех тоже, любого. Котькин – это хоть кто. Да, и здесь, видите, в превосходной степени, когда мы сравниваем, мы используем падеж разделительный. То есть коть малыш это как бы от всех. Всего. Или нет? Всего. Коть малыш дуно дороже всего. Да, дороже всего. Угу. Ваньмыз – это все-таки об одушевленных людях. И Котькин тоже, Ваньмыз и то нейтрально, да, как бы всего. То есть тут не может и одушевленное, и неодушевленное быть. А Котькин – это только одушевленное, а Котьма – это только неодушевленное. Угу. Да, и, соответственно, вот пример баджим – это большой, баджимгес – это больше, тужгес на баджим – самый большой. Здесь чаще всего используется тужгес, форма, да, особенно в литературном языке. А в разговорной речи очень часто используется, конечно, самой, особенно на севере республики. Да, и тут вот вам в качестве примера картинка, то есть здесь у нас есть Пуны, да, город Пуны, пестро скал, пестро, да. Слон, тужгесно, баджи. И урыщ слон, серый слон. Пестро или кучо скал – это пестрая корова. Видите, скал пунуэш баджимгес. Корова, собаки больше. То есть, когда мы делаем сравнительную степень, у нас два компонента, два элемента. С кем сравнивают объект, с кем сравнивают собака, она
наделяется суффиксом разделительного падежа, суффикс «лэйш» добавляется. А качество, то, что сравнивает, наделяется суффиксом «гес». Есть еще такая более сложная конструкция с послелогом, но мне кажется, что она редко употребляется. Скал, куны, шарыш, баджингес. То есть здесь тоже два элемента, синонимичная конструкция. Здесь добавляется послелог шарыш после существительного и сравнительный суффикс гес. Да, в любом случае это синонимичная конструкция, и они означают одно и то же, что корова больше собаки. Интересно, почему через щарыщ? Не знаю. Слон тужгесно баджин, слон самый большой, да? Или слон ваньмызлыш баджин. Или Котькин лещ, наверное. Котькин лещ баджин, да. Угу. Умой. Итак, давайте попробуем. Значит, у нас тоже вопрос. Кин кинлэш пичигес. Кто кого меньше? Кин тужгесно пичиес. Кто самый маленький, да? Здесь вы можете сказать кин тужгесно пичи. Кто самый маленький? И можете также наделить выделительно-указательным суффиксом, потому что у нас же здесь группа животных, и мы вычленяем из этой группы животных одно животное, что оно самое маленькое из всех. И то же самое кинтужгесно баджимес, кто самый большой из них. Да? То есть вот этот выделительно-указательный суффикс, он может на русский переводиться как из них, из, да, вот с этим словом из предлогом. Итак, ойдолой куцком, давайте начнем. Значит, у нас будет два предложения. Ну вот те, кто начнет, например, начнем с петуха, да, что петух самый маленький из всех. Потом следующий скажет, что петух меньше гуся и так далее. Но можно начать из коровы, на ваше усмотрение. Ну, начнем с Маши, и Маша задаст тон. То есть надо тебе сказать предложение, что кто-то либо самый маленький, либо самый большой. Можно начать с коровы, но начнем с Маши. Маша, ты выбираешь направление. Отличные шутки, Марк. Да, как раз коровы тоже начнем с моей. Скал самой баджим. Скал самый баджим или скал самый баджимес, да, тут уже в зависимости от вашего желания, или тужгесно баджим, тужгесно баджимес. Дальше, Надя. Теперь ты уже сравниваешь лошадь с коровой. Вал скалэш пичигес. Умой, Марк. Иж валлечно пичигес. Или валлещ пичигес. Валлещ пичигес. Иж валлещ пичигес. Валлечно пичигес будет означать, что вот овца, она такая маленькая, что она и лошади меньше. Ага. Как в колобке. И от того убежала, и от того. Да. Артем. Иж парщ лещ баджим гес. Иш парш лещ баджим гес. Маша. Парш шашет лэш баджим гес. Шонер и беркунетия знать. Или нет еще? Еще Надя сравнительно. А я могу сказать, что Атас меньше самый маленький? Ну, можешь, но еще одна сравнительная осталась, но тогда Марку это достанется. Что... Ну ладно, я могу сказать тогда, что... А я сейчас пропустила. Ну, по-моему, осталось отношение петуха и гуся выяснить. Ага, хорошо. Атас дядя Глэйс пичигес. И беркуметия с Марк. Ага. Атас ваньмызлечно печи. Атас ваньмызлещ печи. Ваньмызлещ без но, да? Да. Или тогда это тужгес, да, это самое тужгесно печи. Умой. То есть здесь понятно, здесь ничего сложного нет. Здесь надо запомнить, что сравнительная конструкция строится из двух элементов. Да? Суффикс «лэйш»,
то, с чем сравнивают, и суффикс «гес» к прилагательному добавляется. Превосходная степень за счет дополнительного слова «тужгесно», «самой» или «ванин», «злэш котькин», «злэш коть малыш». Умой. Итак, мы посмотрим с вами соответственный падеж, тупан, вошет или адвербиаль. Это последний падеж, и часто о нем спорят удмуртские лингвисты, и не только, вообще его можно считать полноценным падежом или нет. Сейчас его все чаще используют, вот особенно на табличках, особенно в официальных СМИ, потому что он во многом соответствует русскому предлогу по Болезинскому району, например, да? Например, Министерство образования. Да, Министерство внутренной ужьёсья Министерство С. Да, то есть его очень часто стали в современном официальном языке использовать, там, где это даже неуместно. Вот, здесь, значит, вопросы «кинья», «моя», согласно кому, согласно чему. Да, видите, суффикс «я» от слова «кин» и «ма» за счет суффикса «я» у нас образуется. Значит, посмотрим, какие у нас примеры, случаи употребления. Во-первых, отношение принадлежности или содержательной характеристики объекта. Да, трудья уроке мынышко, иду на урок труда. Вот сейчас скажут так, или там удмурт кылья дышитыш, учитель по удмуртскому языку. Когда я еще училась в школе, да, и когда, ну, скажем, использовала удмуртский в школе, я прекрасно помню, что мы так не говорили урок труда, мы говорили либо труден уроке, вот я точно говорила так, труден уроке, да, творительный падеж, урок трудовой, скажем, или урок с трудом, или просто без ничего, труд урок, да, удмурт кыл урок, удмурт кылен урок, да, вот такие конструкции. И вот то, как сейчас это встречается, дышетонья министерствен уже. То есть министерство по образованию, министерство образования. Да, по идее, вот здесь можно было бы оставить дышетон министерства, просто министерство образования. Ну, в советские времена уже были эти названия. Вот. Но они, скажем так, все равно они чужды удмуртскому. Ну, в общем, наверное. То есть они извне навязаны. Вот Каиш Крыш Гурья колледж. То есть по музыке, музыкальный, да, Крыш-Гур это музыка, колледж по музыке из Воткинска. Вот, то есть вот эти два последних примера, они используются именно в таких официальных текстах. Дальше, соответствие или несоответствие одних лиц предметов другим. Например, кудыезья, мулиез. Куды – это корзинка, мули – это орех или ягода. По корзинке ягода, да, то есть кудыезья по его корзинке. Точно так же здесь могут использоваться лично притяжательные суффиксы, и они предшествуют падежному суффиксу. Туссия, но щамсия, егит куспалюс, огорзлы кельшо. Лицом и характером молодожены походят на друг друга, да, то есть у нас было слово тус, ну, как бы лицо, внешность, и щам характер. Дальше мы добавляем лично притяжательный суффикс и добавляем падежные вот этот я. То есть, ну, по сути, по лицу и по характеру, да, можно так перевести. То есть вот этот суффикс действительно очень часто соответствует русскому предлогу по. Значение причины. Калык куремья тачи дугдыло не лэштизы. По просьбе народа здесь сделали остановку. Да? Вот это куремья вы уже можете заменить деепричастием. Калык куремен. Да, по причине просьбы народа. Или вот пространственное значение, следование кому чему-либо, здесь просто ну, редкая форма использования, но ее можно запомнить. Телья, бурья, лыжина, пустить по ветру, телья, да, по ветру.
по идее, также можно было бы сказать «щуресья», которое равно «щурес-ти» и «щурес-кужа». Но тут вот проводили исследования, что скажут чаще, и вот здесь «щурес-кужа» или «щурес-ти», еще «щурес-выл-ти», да, по дороге. И последние два, «щурес-кужа» и «щурес-выл-ти», они оказались наиболее частотными, если я не ошибаюсь, да, по-моему. То есть «щуресья» не скажет, но «тылья» да, скажет. «Щуресья». Угу. Вот. Дальше лицо или позиция, которая принимает либо не принимает субъект действия. Да? Здесь мон-я, тон-я, то есть мы используем личное местоимение и к ним добавляем падежный суффикс. И это будет по-моему, по-твоему, да? По идее, тут можно сказать «оля-я», по Оле, да, согласно Оле, согласно Олиному желанию и так далее. Здесь вот пример «тон-я», «каренео ход». Не хочу делать по-твоему, по-твойски, да. И дальше такое еще красивое значение, этого падежающего значения «по мере». Будемезья, адиамилы трузге справа щеточку. По мере взросления, да, от глагола будыны мы образуем отглагольное существительное будем. И будемез его взросление, и будемезья по мере его взросления, то есть человека. Или вот такие щемья, щемпоте, да, буквально по мере поедания есть хочется. Выджемья, выджемпоте. Чем больше читаешь, тем больше хочется. Да? То есть вот такие непереводимые на русский язык конструкции. Если вам хочется подробнее прочитать про адвербиали, то вот в первую очередь Марку я адресую. Здесь вот есть у Едыгаровой Светланы исследование, как раз она проводила социолингвистическое исследование по использованию адвербиаля, как оно в разных возрастных группах используется среди как бы знающих удмуртский на уровне диплома и на уровне бытового носителя, скажем так, да, вот, то есть потом в презентации можете перейти по ссылке, почитать. Вот. Еще очень интересное тоже использование, и оно встречается в северном диалекте, и очень близко к депричастию, поэтому вот адвербиаль, да, даже падеж это называется адвербиаль, и вот, и по сути оно представляет собой адвербиаль, но если разбить на части, то это будет существительное, отглагольное, плюс вот этот суффикс падежный и плюс лично-притяжательный суффикс. Мы-но-ням ущи, да, и в разговорной речи произносится как мы-но-ням. Мы-но-ням, ну, писалось бы мы-нон-ям. А шарканские, по-моему, так и произносят мы-нон-ям, но вот у нас в Болезинском районе уже мы-но-ням, то есть еще смягчают больше. Мы любим вот эти ня. Дугдыло-ни, мы-но-ням, мы такие нежные, оти-тати, витети, витети и так далее. Вот, мы-нон-ям в процессе ходьбы, да, мы-нон-яд в процессе твоей ходьбы, мы-нон-яс в процессе его ходьбы, мы-нон-нямы в процессе нашей ходьбы, мы-нон-няды в процессе вашей ходьбы, мы-нон-нязы в процессе их ходьбы, да, то есть какое-то, ну, это удобно использовать в значении, когда я шел, да, например, я упал, когда я шел, мы-нон-ням ущи, например, пока я ел там, или пока я работал, я проголодался, ужаням котыщуманы куцкис и так далее. То есть вот это такой северный диалект, но очень интересное употребление и полезное. Да? Посмотрим стишок детский, Марья называется. Нукрте Марья, нёрья, ваньмыз медвоз соя. Да? Ворчит Марья, пусть все будет по ней, согласно ее видению, да, нож углуке Марья-я,
А если не бывает по Марье, то есть вот здесь Марья это суффикс, да, падежный, последнее я, чтобы вы видели. Лумбет соберде, нёрья. Но если не бывает, как по Марье, она весь день плачет и ноет. Вещь видно ке Марья, номер но узвутон я. Если ты постоянно будешь плакать, Марья, ничего не будет по-твоему. Митон текно богатом, маркородно сокутон. Мы без тебя сможем. Что ты будешь еще делать тогда? Угу. Еще несколько примеров. Промышленность, но техника ажинскемья или синоним, да, ажинскемен, где причастие, адямилен улонез пумен капчия. По мере развития промышленности и техники жизнь человека постепенно облегчается. То есть вот здесь ажинскем от глагольное существительное с суффиксом ем, от глагола ажинскны развиваться. Мы можем заменить деепричастие ажинскемен по причине. Да, ну тут может быть немножко будет отличаться немножко значение, да, ажинскем я это по мере, а ажинскемен по причине, да, можно так немножко, но суть одна и та же. Вань уже мал память я гине будестыны углуи. Нельзя все дела сделать так, как ты хочешь, да, как ты представляешь. То есть здесь тоже малпам, это глагольное существительное, малпам я, мы добавили лично притяжательный ед и суффикс я падежный, да. То есть вот это отглагольное существительное малпам у нас совпадает с формой неочевидного прошедшего времени, со малпам, он подумал, оказывается, и с причастием прошедшего времени, да, малпам уже твое задуманное дело. Или Крджанья, Нуэктонья и Талмас ансамбль. Ансамбль песни и пляски. Ну, буквально ансамбль по песне и пляске, да, тоже. Куара из я тодмай. Узнала его по голосу. Куара – это голос, ес – это его, я – это падежный суффикс. Литература я, урок бере, Марка Ришкот. Что ты делаешь после урока литературы? Тоже, да, здесь у нас я бы сказала литература ен урок бере или литература урок бере. То есть здесь вот, когда мы говорим какую-то принадлежность про уроки, да, урок по литературе, урок по труду и так далее, то здесь может быть три варианта. Один вот этот падеж с суффиксом я, второй это творительный падеж, литература ен урок, или еще просто без падежа литература урок. Да, и так все правильно, и, скажем, наименее употребительная это вот литература. Там вот у этой Светы Едыгаровой у нее интересно выявлено, что в тех контекстах, например, фестиваль моды, да, мода я фестиваль, это вообще конструкция, ну, чужда удмуртскому, скажем так. Поэтому они используют это в адвербиаль, потому что это, ну, как бы пришлая конструкция и использует и падеж не такой коренной. А там, где, по-моему, у нее было, как сказать, преподаватель удмуртского языка, люди, большинство скажут не удмурткал я дышетыш, а скажут, что удмурткал дышете. Они скажут вообще через глагол. Марлы? Да, типа учит, то есть не через существительное, она учитель. Они скажут, она учит этому. Да, то есть вот интересные такие наблюдения. Толма тектемьяну наuyос варчьемо. По мере приближения зимы дни сокращаются. Вот это, да, как вы вот эту конструкцию можете заменить тем, что мы сегодня смотрели с вами? Это там, где прогружаем, что к лету меньше дней, да? Да. Это то же самое. Да, то есть толма тектемья вы можете заменить конструкцию. Толлань и толпалан, да? Толпал. Толпал. Звучит так. Толпал. Или тунне дышитонья министерство инкинешоновчи. Сегодня в Министерстве образования прошло совещание, да? То есть здесь тоже вот из СМИ, из официальной лексики.
Шемдыя салаватсалы. Добавьте соли по вашему вкусу. Шем – это вкус, ды – это ваш, я – это ко, да, русское. Мыл потем из ягины ужаны куцке. Вот это можете запомнить. Мыл потем из я по желанию, да. Мыл потем от глагола мыл потем желать. Ез это у нас суффикс лично притяжательный, я это падежный. Например, я только по желанию, по настроению работаю. Мыл потеми ягины ужащко. Или вот пример, то, что я последнее вам рассказывала из северного диалекта. Щищкон яз умеющий во время еды уснул. То есть здесь мы делаем уже отглагольное щищкон. Щищкон – это процесс еды, поедания, то есть процесс. Он уснул. Угу. Да? И еще одна у нас грамматическая тема на сегодня – суффиксы глаголов. И по ним будет у вас домашнее задание. По этим посмотрю, по соответственному падежу, но там фактически, как бы, ну, посмотрю, может быть, в этом есть учебнике у Кельмакова, потому что остальных не было. А вы меня видите? Почему-то у меня перескочил экран на меня. Да, да, тебя видим. Меня видите? Да. Да. Вертящееся кресло. А почему, интересно, прекратилась демонстрация экрана? Он устал, видимо. А так? А Вот, Да, сейчас теперь видим. видим. Вот, итак, значит, суффиксы, 4 суффикса мы сегодня рассмотрим. Во-первых, вот этот понудительный залог. Когда мы за счет одной буквы «т» или каузативные глаголы, это еще называется, мы заставляем другого делать что-то. Да? Это не кажется таким незнакомым, потому что вы с этим уже сталкивались, просто не осознавали. Вот, например, глагол «сылыны» – «стоять», а «сылытыны» – «заставить стоять». Ужаны – работать, ужатыны – заставить работать. И вот есть, это вот следующим пунктом мы посмотрим, здесь можно заставить кого-то притворяться, что он работает, да, и все одним глаголом. Ужамьящкатыны. То есть, если вы скажете, что я делаю вид, что я работаю, ужамьящканы, делать вид, что работает, да. А если я кого-то заставляю делать вид, что он работает, то мы добавляем уже этот понудительный. Ужамьящкатыны. Видите, разница в этом суффиксе «т». Дальше. Здесь вы можете заменить, и, как правило, вот на севере заменяют глаголом «косыны», заставлять. И, например, «ужатыны» или «ужаны косыны» – это синонимы «ужатыны». Да? То есть заставить, срубить, вот у Маши было предложение, заставила срубить черемуху. Когда человек не сам это делает, а кого-то, чьими-то руками это делает, да, кораны и, там даже не так было, корыштыны, я бы тут сказала, или кораны косис, да, или заставила срубить через косыны. Вот в венгерском языке тоже есть такой суффикс, и он прям вот, ну, используется. То есть он, скажем так, уже его тоже постепенно он исчезает, все реже используют, но все равно он еще очень часто встречается пока. Итак, это был понудительный глагол, то есть заставить. То есть это либо вы через суффикс «т» делаете, либо через глагол «косыны» заставить. Возвратные глаголы, тоже вы с ними уже встречались. Дыщаны – это одеть кого-то или надеть что-то, а дыщащкны – одеться, то есть суффикс «шк». Да? Ушьяны – хвалить кого-то, то есть а возвратная форма хвалиться будет ушьящкны. И это то же самое, помните, я вам говорила, щины – что-то есть, а щищкны – питаться. Чупаны – целовать, а чупашкны – целоваться. Буйгатыны – успокаивать кого-то, а буйгатскны – успокоиться. Баштыны – купить что-то, то есть это все переходные глаголы, а возвратные, они уже не переходные, у них уже
не может быть объекта, не может быть аккузатива рядом с ними. Башьяшкны – закупаться, делать закупки. Леканы – жалить, бодать. Леканы – это и пчела, и корова. То есть у нас один и тот же глагол используется. И лекашкны – жалить, бодаться. Да, например, лекашкиш скал – это бодающаяся корова. Подливая. Бодливая, да. Забыла тут, я вот все время тоже кальку с русского говорю, забыла. В общем, тоже какую-то кальку говорю с удмуртского языка через леканы, что жалить, бодать, может быть, путаю этих. Итак, и еще один суффикс многократного действия, суффикс «вы» либо «ля», да? Вот когда мы смотрели сложные конструкции прошедшего времени, я там вам сказала, что, например, Гожья возвал, да, он писал, бывало, то есть многократно, когда у нас будущее плюс вал в лем, оно означает многократность. Вот что на севере республики здесь использовать как раз гожьяляны, гожьяляс, да? Или гожьяляс, да, гожьяляс. То есть он делал это многократно в прошедшем времени. То есть мы на севере используем не сложную конструкцию, а с суффиксом многократного действия для глагола. И здесь, например, да, гоштыны написать, гожьяляны писать многократно, малпаны думать, малпаляны размышлять, то есть многократно, продолжительно думать. И северяне вообще тут любят глагол, там есть такие случаи, когда вот этих ля-ля по 2 штуки добавляют. Сейчас не переведу, вераляляны, по-моему, вот это. Вераляляю, вераляляю, да, типа, я же говорил, вераляляю, и как бы нормально. И еще один суффикс посмотрим, это категория притворной модальности глагола, то есть за счет суффикса мьящ или эмьящ, мы делаем притворность, да, что делаем вид, что что-то делаем. Ужамьящкны делать вид, что работает, выджемьящкны делать вид, что читает. То есть я, например, делаю вид, что я читаю. Выджемьящкишко, выджемьящкишко. То же самое вы можете во времена ставить. Выджемьящкишко вал, выджемьящкишко, выджемьящко, выджем. Оля, а можно вопрос на этот счет? А вот, тут нет вообще имени деятеля, Лыджемьящ, какой-нибудь читатель? Нет, делающий вид, что читает. Ну вот как-то ящ, ведь это суффикс деятеля. Ужащ там. Я не знаю про такое, но Вот не как-то слышала интересно почему-то. А лыджем это как бы похоже на причастие прошедшего времени. То, что мы сегодня разбирали. Даже не уверена, что есть такое глубокое исследование про вот категорию. Но мы проведем. Хорошо. То есть вот есть способ синтетический, да, за счет суффикса образовать эту притворность, а есть аналитический. И опять-таки аналитический способ, он чаще используется на севере республики, вот особенно аналсканы. Вот, ужам, уле аналсканы, притворяться работающим, да, то есть здесь тоже вот это отглагольное существительное на ам, ну вот это ем, да, вот, то есть отглагольное существительное должно быть на ем и м, который совпадает с неочевидной формой прошедшего времени и совпадает с прошедшим временем причастия. Ужам уле аналскны, притворяться работающим. Или ужам каришкны, делаться работающим. Ужам карны, делать работающим. Ну, вот этим, может быть, на юге чаще используют. Вот аналскны у нас используют на севере.
Ящик у нас тоже не используют, это южная конструкция. Вот Наде будет интересно, если ты спросишь у своих, Ага. что они используют, какую конструкцию. Ну, Так, коренные, и, по-моему, говорят. ну, коренные, ну да, именно вот в контексте притворных. А как все-таки перевести ужам Коричкины? Сделаться работающим. Но это Делаться? все, ну как бы буквально, да, делаться Притвориться. работающим. Но это все будет Притвориться работающим. Да, да, тут все будет переводиться делать вид. Как бы притвориться, делать вид. То есть здесь все, давайте я вот сюда, притвориться, делать вид. А ужам Корыны просто работать. Нет, то же Ну, самое. делать вид, что работать. Что работать. То есть это Ну, одно и то же, первое и да, второе? да. Но вот я говорю, я их не употребляю, и ужам корички. Ужам корички. Вот через коричканы, по-моему, я и то видела, слышала, но ужам Ну. корыны я не видела, не слышала. А налскны — это север. Вот это А север. что это за форма ужам вообще? Ужам от глагольное существительное, Ага. от м, который совпадает с причастием прошедшего времени и с неочевидной формой прошедшего времени. То есть вот это у нас от глагольное существительное. Помните, у нас ужаме поте тоже, да, вот это было. Тоже это ужам поте, хочется работать. Это, ну, не процесс, а как бы действие глагольное. Существительное как действие. Итак, давайте посмотрим предложения, они вам потом останутся на домашнее задание. Тут как раз вот из лабр-лабр на суффиксы глагольные. Итак, смотрите, первые два предложения надо выбрать правильно. Щины и щичкны. То есть щины — это у нас переходный глагол, должен быть объект у него, существительное в аккузативе. А щичкны — это питаться, есть. Да, как бы здесь нет объекта, потому что объектом являюсь я сам. Ну, на ЖЗ, мон пужем силь. Какой вариант выберем? Оль, а можно страницу в учебнике или нету? Да, можно, конечно. Плохо видно, да? Так, лабр это 169. Но это уже гуртеуж. Мы сейчас начнем, чтобы вы поняли, вникли. И потом я вам оставлю, да, там несколько страниц. 169. Какая страница? 169. Лабр. Да, то есть надо выбрать правильный глагол. Ну, на ЖЗ мон пужем силь. Нет, если по сравнению, щичкины. Щины, там, где нет шк, там не будет объекта. Щины будет с объектом. Мон джук щичко. Мон щичкишко. Я ем, питаюсь. Да? То есть вот здесь у нас в первом предложении есть слово стиль. Щины. Да, ну на ЖЗ мон пужем силь щичко. Ну на ЖЗ это днем, как бы на обед. На обед я ем печеное мясо, запеченное мясо. И тонко тын щичкид или щичкишкот, тут неважно, да, какая форма, прошедшее, будущее, настоящее. Здесь глагол щичканы будет во втором случае, потому что здесь нет объекта, нет мяса, каши и так далее. Где ты ешь утром, как бы завтракаешь, да, тонко тын щичкишкот чукназе. И давайте обязательно посмотрим еще следующие два, потому что они более сложные. Вот етыны. Так, сейчас само Это начнем. трогать? Етыны, да, тут вот три глагола. Етыны и еткыны. Еткыны — это коснуться. Как детыны, ага. Етыны — задеть что-то.
то есть требует, да, аккузатива. И етыны задеть. Задеть. Да. Я сама сейчас, когда смотрела, все было нормально. Сейчас сама начинаю. Так, я шарис числа. А ецкины А, это етыны повторится? коснуться. То В есть чем разница между етыны и еттыны? етыны, оно само, а етыны кто-то. Задеть. Ага. То есть как бы етыны это у нас без понудительного залога. Етыны задеть. Етыны задеть, заставить кого-то задеть, то есть чем-то задеть. Угу. И ецкны задеться, то есть коснуться. Здесь вот суффикс sk возвратный. Угу. То есть етыны чем-то коснуться, чем-то задеть. Да? Ецкны... Ой, очень сложно. Да, я понимаю. Поэтому подсказываю, да. Пияш шарес чижеса укное етыс. Етыс. Да. Еты. Укное, ну вот я тоже сама, даже я сама тут начинаю плыть. Пияш шарес чижеса укное етыс. Он задел. Ну, он же сам. А что значит шарез чижеса? Пнув мяч. Может быть, здесь двойным тогда? Смотрите, Етыс, потому что мечом. Нет, здесь мяч уже не считается. Вот пияш укное етыс, он задел в окно. Тут не надо, мяч тут только мешает. Укное етыс. То есть он задел. Мальчик задел, не мяч, не мячом задел, а он сам задел. Так какой здесь глагол? Етыс. Первый? Да. Сейчас специально пишу, чтобы разобраться. Шар укное ецкизно, укно жинграк полишкиз. То есть, слушайте, я это оставлю предложение, и я сама не могу. Укное етис. Шар укное етизно, окно, мяч задел окно. Наверное, третий эскиз. Нет, вот ецкиз точно будет к Нет? третьему. Ецкны, потому что к чему-то. Скиз. Почта баборды ецкий, я здесь задел. Ецкий. Я коснулся. Я коснулся к сковородке, я коснулся сковородки и руку обжег. Вот здесь шпия шарес часа укное етис. Если здесь мы шар укное етизно, то есть здесь, видимо, первым все-таки етыны, то есть мальчик мечом задел все-таки. Угу. А во втором, да? А во втором мяч коснулся окна, как бы Коснулся задел. все-таки последнее. Во втором етис как бы задел, вот, задел окно. Укное етис, попал в окно, вот. У етыны это еще попасть, да, как бы задеть. Так какой здесь все-таки глагол? Первый, второй или третий? Смотрите, в первом случае пишем етыны с двумя т, потому что мальчик задел мячом, да, он заставил мяч коснуться. Во втором предложении с одной т, потому что мяч задел окно, он сам это сделал без понуждения. А в третьем ецкны через возвратный, потому что я коснулся сковородки. Угу. Ну это прям, это было тяжело, да. Смотрите, следующее. Дышетны, учить кого-то. Да, дышеткны, учиться. И дышины, привыкать. Или, дышины что значит? Привыкать. Да. Привыкать, научиться, да. Ну,
Дышны – это основное значение привыкать. Да, здесь уже должно быть легче. Смотрите, соос моне арганен шудыны соос, да, здесь скрывается соос. Дышетыля. Ну, Дышето. Или дышето, да, то есть дышетыны. Я вот так пока запишу прям глаголами без формы. Просто чтобы дышетыны. Да? Мон эктон коркан эктыны. Привыкаю. Да, дыши, шонер, дыши. Дыши. Да, ну если в прошедшей форме ставить дыши. А если в настоящем времени? Дышо? Дышишко. Я привыкаю сейчас. Мон эктон коркан эктыны дышишко. И Катя университеты Дышицке. Дышецке, да, учит. Ну вот Дышецке могло быть и во втором случае. Монектон коркан эктуны дышецкишко. Я учусь. Не привыкаю, я учусь танцевать в эктон корка, да, в студии танца. Просто ну да, и там можно поменять. Да, просто по методу исключения дышины нигде в остальном случае не может быть. Угу. Дальше, смотрите, пылатыны и пылащкны. Знакомые глаголы. Пылатыны – купать кого-то. Пылащкны, да, там где щк, это возвратный, купаться. Да, а пылатыны – кого-то, потому что есть суффикс «т». Пыланы нету такого. Гужем пинальёс шурын, летом дети... Пылашко, да, пылашканы, пылашко. И вожнун ез мунчоын, зеленого ребенка, совсем маленького, купает в бане. Да, пылато. Угу. Гожьяны, гожьящикны. Гожьяны писать, у него должен быть объект, а гожьящикны подписывать, да, как щины и щищкны. Монтуне лумбыт. Гожьяй. Да, гожьяй или нет. Гожьящикны, гожьящики, потому что здесь надо возвратный. Гожьящики. А лумбыт чаньёс гожьяй. Писал весь день. Сложно, да? Сложно. Давайте попробуйте, но мы в любом случае на уроке проверим. Но это неправда сложное сделали. Смотрите, подскажу вам, да? То есть лежаны и лежащкны. Лежаны пускать. Отправлять? Ну да, отправлять, пускать, кидать, а лежащкны кидаться. Кидаться? Да, у лежаны... Мешками. Да, лежаны это как щины, то есть это переходный глагол. Лежащкны из-за того, что есть суффикс «шк», это уже пускаться, да, ну или стреляться, кидаться. Это уже безобъектные, это уже возвратный глагол. Дальше висяны – делить, отделять, да, висящкны – отделиться. Угу. Люкны – делить. Люкишкны – поделиться. А собирать, я путаю, да? Люканы? Люканы, да, тут запишу сюда. Люканы – это собирать, тоже хороший вариант, да. Это собирать, а люкашкны – это собираться. И люкашкны – собираться. Угу. Дальше тут. Ой, а люкны еще раз сам глагол. Вот висяны – это отделить, да? Вис – это вообще щель, это между. А люкны – это делить на части, например, делить. То есть висяны – это разделить, сделать дистанцию между чем-то и чем-то, а люкны – это на части делить. Люкишкны – поделиться. Люкны – делить, а люкишкны – поделиться. Это в смысле угостить или нет? Поделиться – это оно? Нет, нет. Например, здесь такие примеры. Подели
тесто на две части. Или подели 4 на 2. 4 делится на 2. Вот. То есть одно предложение 4 делится на 2, то есть действие на само себя, это возвратный глагол, а другое предложение подели тесто на две части. А там, где висьяны, примеры, что дети овец, как называются? Ягнят. Ягнят надо отделить от матери и не отделяйся от народа. Да? То есть вот висьяны, висящикны здесь такие примеры. Кылыны – это слышать, кылышкны – слышаться. То есть слышится что-то, да, там звук какой-то. Дощашкны – готовиться, дощаны – готовить что-то. То есть дощашкны – это на меня, возвратный, а дощаны – что-то, переходный. Грыны – пахать, гришкны пахать безобъектное. Как бы как возвратное, полувозвратное, даже не знаю, как правильно на русский перевести. Потыны – выходить, подтыны – выносить, и подтыны – заставить кого-то вынести что-то. Да, то есть, видите, тут двойная «т» в последнем третьем глаголе. Вы еще здесь? Да. Да. Хорошо. А тут такая тишина уже, я думаю, уже все. Мы записываем. Да. Гожьяны – это писать. Гожьятыны – кого-то заставить А горышкины писать. это что такое, я не уловил. Горышкины. Ну, это как возвратный без объекта, то есть не переходный. Пахать что-то и просто пахать. Пашется. Вот так еще может. Пашется. То есть, например, али музьен тракторен грышке. Да, то есть там, где да, или готовится, там, как бы как пассивный еще. Ну да, некоторых возвратных глаголов в русском языке просто нет. Да, их нет. То есть, если тракторен, то тогда, наверное, грыны. Грышке. Хотя нет, наоборот, горышкины. Да. То есть тут будет переводиться на русский пассивом. Сейчас земля спахивается трактором. Да. Вот, спахиваться точно. Да. И то же самое вот дощашкны здесь будет готовятся. Ну нет, тут это активный все-таки. Медведи готовятся, это еще активный. Дальше. Потыны, да, выходить, подтыны выносить, а подтыны заставить кого-то что-то вынести. Мусор. Нет, ну тут вот собака лису за хвост, например. Ну или, да, вот мама как раз мусор, да, заставила вынести. Дальше глагол гожьяны, тут вообще масса вариантов. Гожьяны – это писать, переходный, да, гожьяшко, гоштет, гожьяшко. Гожьятыны – переходный, заставить кого-то, то есть заставить писать диктант кого-то, например. Гоштыны – написать, да, то есть гожьяны – это как бы длительно, многократно, гоштыны, то есть гожьяны – это писать, переходный, а гоштыны – написать. Это как совершенный, что сделать, да? Да. Угу. Гоштыны – заставить написать кого-то. Гожьяшкны – это безобъектный, то есть не переходный. Как щишкны, гожьяшкны, как щишкны, да? Писаться. То есть писаться, да, то есть здесь не может быть объекта. Например, «Мон чебер гожьяшкишко», я красиво пишу. Теоретически вы могли сказать «Мон чебер гожьяшко», но гожьяны требует объекта, аккузатива. Например, «Мон диктант шонер гожьяшко», я правильно пишу диктант. И «Мон чебер гожьяшкишко», я красиво пишу. Гожьяшкны, то есть это возвратный,
непереходные, как щишкны. Вот гожьяны это щины соответствует, а гожьяшкны щишкны соответствует. Гожьяшктыны кого-то заставлять писать без объекта, то есть здесь не может быть объект. Например, учителя часто заставляют детей писать. Да, как бы вот этот глагол будет. Может быть, сделаем, давайте вот это сделаем, да, гожьяны, гожьятыны, гоштыны, гоштытыны, гожьяшкны, гожьяшктыны, чтобы... Да, все сложно. Например, да, начнем. Урокын милемыс диктант. То есть здесь нас заставляют писать диктант. Я бы здесь поставила для начала, ну давайте методом исключения будем работать, я тоже сама не делала, поэтому урокын милемыс диктант гоштытыны. Я пока только в такой форме буду писать, чтобы легче было, да. То есть гоштытыны. Гоштыто? Да, гоштыто. Почему? Гоштытыны это заставляют и переходный, да, то есть здесь у нас диктант есть объект, и есть еще заставляют. Можно тут было бы еще сказать урокын милемыс диктант гожьято. Сейчас посмотрим методом исключения. Мон диктант мей, ведь я написал свой диктант На 5. гошты. Гоштыны. Да, гоштыны. Здесь просто гоштыны. Эшелы чем гоштет. Да, тут вот слово чем, часто. Я часто пишу другу письма. Гожьячко? Правильно, гожьяны первый глагол, потому что он пишет, чем гоштет, гожьяшки. Тут переходный глагол, плюс еще многократный, да, то есть вот гоштыны это однократно, я написала диктант, а письма я пишу часто, гожьяшко. Дальше урок ее сын, милемлы, трос. Нам надо много писать, да, тут нет объекта. Гожьяны? Гожьяшкны. Гожьяшкны, да, то есть пописывать надо. Гожьяшкны. Это такая в 9 часов головоломка. Гожьяшкны. Та Иван Шонер, ответ. Так, что у нас осталось? Во-первых, тут должно быть переходное. Ну, по идее, гоштыны или... Гоштыны, по идее. Гоштытыны. Тут может, да, потому что... Нет, тут одно. Ладно, это пока оставим, посмотрим дальше. Пиашес, тоска, вылет, четверанес. То есть четверанес это переходный, есть аккузатив. И кто-то его заставил, да, потому что пиашес. То есть здесь надо переходный с понудительным залогом. Гоштытыны? Гоштытыны, да. Наверное, это тогда. Пиашет доска вылели четверанес гоштытызы. Да, гоштытыны. Супер глагол. Это лингвистическая задачка, конечно. И посмотрим на чем. То есть вот здесь тоже учитывается слове чем. И в том, что детей учителя часто, что они заставляют писать, и нет объекта. То есть Гожьяшкны. Последний. Шонер, да, последний. Гожьяшкны, шонер. Гожьяшкны. Угу. И что у нас осталось? То есть гожьяшкны у нас было, гожьяшкны у нас было, да, рукёсын милямот трос гожьяшкно. Гоштытыны у нас было.
Гоштыны у нас было, гожьятыны, уркын милемыз диктант, гожьято, да, и гожьяны, та юаны шонер ответ гожьяно. Ну, нет, еще лучше гоштет гожьяшко и... И у нас осталось гожьятыны. Было. Что-то я не могу понять, что осталось. Гожьяны Второго не есть. было. Гожьятыны нет, оно на первом месте. А у нас 6 глаголов, а предложений 7, так что что-то 2 раза. Вот что значит. Все нормально. Подойдет с другого конца. Та юануш шонер ответ, ну типа напишите. Гоштелы может быть. То есть гоштыны здесь глагол может быть тоже. То есть третье. Да. То есть здесь определенно должно быть переходный глагол. Заставляет их писать? Нет, ой. Ну, суть в том, что да, здесь третий, гоштыны. Ну, ясно, да. Вот понятно теперь вераны и верощкины. Да. Щины, щишкины. Да, то есть Дышетыны, переходные и непереходные шишкины. глаголы. Да, Да. видите, как здорово. Вот, еще давайте вот, ну это вы уже дома разрешите эту загадку, я вам сейчас объясню. Выджины читать, выджишкны возвратный, у него не может быть объекта, да, он не переходный, то есть выджины, он переходный. Читать газету, книгу, это все через выджины. Выджишкны читать, возвратный, выджитыны заставить кого-то читать, и выджишкатыны заставить кого-то читать без объекта. Непереходный. Да, непереходный. То есть у нас здесь пары есть. Есть пара выджины, переходный. Заставить читать книгу и заставить просто читать. И выджитыны заставить читать, да. Книгу, например, что-то переходное. И еще тоже такие, например, переходный и непереходный. Вурыны – это шить что-то, переходный. Вырещканы – шиться, да? То есть шить что-то как процесс без предмета, непереходный. Вырещкатыны – заставить кого-то шить. Вурытыны – заставить кого-то что-то сшить. То есть вурытыны – это я кого-то заставляю, и должен быть объект. То есть переходный, понудительный. Вырещкатыны – это без предмета, то есть без объекта, непереходный, понудительный. Интересно. Так, султыны вставать, султыны, ну, поставили. Будить. И будить тоже может быть, да. То есть султыны это сам, а султыны кого-то поставили или разбудили. Будыны расти, будетыны выращивать. Баштыны покупать. Баштытыны заставить купить кого-то, да, попросить, заставить купить. И еще тут у нас было башьяны, да, вот многократно покупать. Жалко, они тут пример не сделали. Башьяны многократно покупать, а башьяшкины закупать. То есть не переходный, возвратный, башьяшкины. Делать шопинг, это буквально шопинг. Вот башьяшкины это шопинг. Вот последнее интересно. Пукыны – это сидеть, пукщины – это сесть, пуктыны – посадить, пуктытыны – заставить кого-то посадить, и пукщитыны – заставить кого-то сесть. А пуктыны разве не поставить? Пуктыны – посадить, поставить, посадить. Да, в тюрьму даже пуктыны, тюрьма и пуктизы, щащка пуктизы, цветов посадили, нлпс коляскае пукты, посадил ребенка в коляску. Пуктыны, когда я это действие заставляю кого-то другого, да, сделать, что заставил там посадить цветы. Пукщитыны заставил кого-то сесть. То есть я гостей посадил на там какое-то место. Вот.
Вот, вам такая головоломка, это вот буртеуш, это домашнее задание, и у вас еще осталось вот кечный бег, кто мне не отправил. Сдадитесь или не сдадитесь? Ну да, я не отправил. Вот, Сдадимся. это, конечно, ваше решение, но мне кажется, что когда вы пишете пересказ, у вас как бы сразу несколько этих, как это называется, частей тела работает на память. Угу. Ладно, Тау Баджим, спасибо большое. Мы тогда с вами у нас Тау. Когда мы в следующий раз встречаемся? через неделю. Это у нас получается... Какое число? Кто разбирается число? 6 июля мы с вами встречаемся. Это Также- понедельник? Это понедельник, да. Да, окей. В 19:00 встречаемся. Я постараюсь сделать вообще как бы обзорную по всем темам, чтобы как бы ключевые моменты мы с вами разобрали, чуть-чуть еще раз подзакрепили какие-то вещи. Вот, поэтому готовьтесь к такому штурму галопа по Европе. Вот, и да, 6 у нас включительно, и было предложение сделать пикник 12 июля, в воскресенье. Я думаю, что это вот парк Коломенская, где мы, Надя знает, катали яйца на Пасху, а 12-го тоже, да, а 12-го будет тоже большой праздник, Петров день. По идее, этот день и назывался Гербер в Удмуртском. Вот. Ладно, Тау Баджим, спасибо большое, делайте домашку, и на следующей неделе вон армия пунщиком. Вот. Тау Баджим. Дичь. Дичь.